Ну і калі ласка, шановныя, мы таксама далей з вами разам. Я, напэўна, прыгадаю, што мы ёсць субарыку. Тут адбываецца фестываль абуджаных тутака і дыскусійныя студыі фестывалю, таксама супольна з беларускім радыёрацыя. Можна нас глядзець у інтэрнэце, найперш у інтэрнэце, ну і таксама слухаюць і глядзяць нас тыя людзі, тыя беларусы, якія прыехалі на фестывалі, таксама ім перададзім прывітанне. Чарговая дыскусія называецца яна вельмі проста. За мяжой, як застацца беларусам, і мы запрасілі прадстаўнікоў дыяспараў. Зараз я іх прадстаўлю, мы пазнаёмімся, ну і будзем размаўляць пра многа. Хочам сёння пагаварыць як звычайна, але распавядзем, як жывецца беларусам, як функцыянуюць беларускія дыяспары. Мяне завуць Улада Грынеўскі, беларуская радыёрацыя. Ну, найперш сваю першую госцю прадстаўлю. Гэта Марына Ляшэўская, старшыня Фундацыі Беларусь-2020 Беласток. Ну і адразу хочу зрабіць Марыне камплімент. Яна, па-першае, адна дзяўчына сярод нас, ну а па-другое, яна вельмі прыгожая, напэўна, зараз знаходзіцца ў такім жаночым шчасці, паколькі Марына пры надзеях. Гэта значыць, што прынамсі, на аднаго беларуса неўзабаве будзе больш. Марына, мы жадаем цябе, мы, па-першае, віншуем цябе. Ну, сапраўды, гэта выдатная добрая навіна. Дзякуй вялікі, вельмі прыемна. Вось так. Наступныя нашы госці – гэта, калі ласка, Ігор Юршык, старшыня фонда «Беларусы Лодзі». Вядомая справа, прыехаў з Лодзі да нас сюды на Беласточчыну. Алексей Ерахавец, сакратар згуртавання беларускіх дыяспар ды беларусы замежжа. І таксама Артур Квяцінскі, сузаснавальнік суполкі, Беларускі саюз салідарнасці, прыехаў да нас з Вроцлава, вельмі такога прыгожага польскага горада. І пра гэта, напэўна, не будзем размаўляць, бо ўсе ведаюць, які Вроцлаў прыгожы горад. Пагутарым пра беларусаў, якія вось апынуліся за мяжой. Я таксама ў Польшы жыву за мяжой і узгадываю свой такі досвед. Гэта не быў нейкі палітычны выезд, гэта былі вельмі спакойныя часы, але я выдатна запомніў гэты дзень. Дакладна памятаю, як маці мне ў Беларусі спакавала маю любімую падушку, коўдру, спакавала мне талерку, адзін відэлец, адна ложка, каб не было што есці, калі я прыеду ў Польшу. І я прыехаў з гэтым вось багаццем, якое мне спакавала мама ў Польшу. І памятаю дакладна, я прыехаў у Беласток, мне трэба было ехаць на аўтобусе. Я сеў на аўтобус правільнага нумару, але не ў правільны бок. І праехаўся па Беластоку ў іншы канец таго маршруту, потым вярнуўся і нарэшце знайшоў той адрес, дзе мяне чакалі. Мы сутыкаемся з беларусамі, якія таксама вымушаныя былі выехаць у Польшу. Ці найперш тыя беларусы, якія прыязджаюць, яны разгубленыя, так як я быў разгублены калісьці, калі 10 гадоў сюды прыязджаў. Калі вас гаспадар Артур, я хацеў бы, каб мы так па калейкі адказалі на гэтае пытанне. Здаецца, мне вельмі простае пытанне. Як выглядаюць тыя беларусы, якія ў іх пачуцці, калі яны прыязджаюць у чужую краіну? Так атрымалася, што мы гаворым зараз пра Польшу, але гэта можа быць і Літва, гэта можа быць і Украіна, гэта іншая, другая краіна, другая атмасфера. Дзякуй за пытанне. Гэта насамрэч вельмі важна, у якім стане прыязджае чалавек. Як вядома, мы дапамагаем ужо амаль год людзям, якія прыязджаюць, і гэта перажылі мы ўжо некалькі хваль гэтых прыездаў, калі людзі прыязджалі без падрыхтоўкі. Калі людзі прыязджалі без матэрыяльных нейкіх сродкаў, вядома, без валодання польскай мовай. І гэта, вядома, найбольш цяжкі выпадак. Гэтым людзям трэба вельмі шмат дапамагаць, і таксама патрэбна нейкая псіхалагічная дапамога, не ў апошнюю чаргу. Цяпер сітуацыя, мне здаецца, трошачкі стабілізавалася апошнія некалькі месяцаў. Вядома, гэта не значыць, што ўсё нармальна, бо людзі далей уцякаюць, але мне здаецца, што людзі, якія удзельнічалі ў пратэстах, якія ведаюць, што ёсць такая рызыка,
яны ўжо больш падрыхтаваныя, яны часта маюць лепш прыгатаваныя паперы, маюць візы, таксама чытаюць нашыя чаты ці групы ў Фейсбуку і ведаюць, што можна чакаць ад гэтага пераезда. Таму мне здаецца, што цяпер сітуацыя больш арганізаваная, гэтым людзям мы можам таксама лепш дапамагаць, як бы ўжо няма такога хаоса, які быў на пачатку. Тым не менш, заўсёды пераезд гэта вельмі цяжка, і часамі ёсць так, што, напрыклад, у сям'і муж вельмі лёгка адаптуецца, а для жонкі гэта не вельмі добра. Таксама часамі нават дзеці па-рознаму рэагуюць. Таму мы, як супольнасць беларусаў, якія тут ва Вроцлаве жывуць ужо досыць даўно, мы можам гэтаму вельмі дапамагчы, праводзячы такія акцыі, праводзячы спатканні не толькі паміж беларусамі, а таксама ангажуючы палякаў. Артур, вот скажите, коляска, вось белорусы на разгубленные, Марина, вось до тебя. Просто, хочу некую историю такую. Человек выезжае, и неким чином, например, белорусы Белосточчыны даведаліся, что вось приезжае некая яшчэ сям'я. Вы з імі сустракаецеся, например, и что адразу? Прытуліць, паплакаць, ці расказваць пра тое, як трэба сябе паводзіць і вось у гэтых вось новых абставінах. Напэўна, таксама трэба прытуліць гэтага чалавека, да? Да, там все сразу нужно сделать. Не, на самом деле, конечно, все в зависимости от подготовленности семьи или человека, которые переезжают. Некоторые переезжают, естественно, растерянные, естественно, многие в шоке, многие только вышли из тюрьмы, например, да, разные совершенно обстоятельства. Кто-то приезжает в более спокойном состоянии. Конечно, мы встречаемся, как только они находят нас. Приезжаем часто в карантин, там вместо отбывания карантина, и, можно сказать, ведем дальше, да, эту там семью или этого человека, объясняя, рассказывая, как тут что устроено, куда можно обратиться, вопросы, связанные с легализацией и так далее и тому подобное. То есть, атрымліваецца, вось, Ігор, як у вас гэта выглядае? Ёсць уже нейкая такая структура пэўная, то есть, атрымліваецца, ёсць нейкі план, да? Вось, з'явіўся новы беларус, скажем так, які недавно пераехаў, і вы так прыкладна сабе рысуеце такую вось картинку, што вось яму патрэбна такая найперш інфармацыя, так? Или як это отбывается увогуле? Здесь еще необходимо сказать как раз таки, как говорила Марина, состояние, которое человека, да, влияет на то, какая ему помощь необходима. И также мы, например, делаем дополнительный акцент касательно репрессий, которые он пережил. Конечно, если человек приезжает после репрессий, то мы стараемся уже брать более такую глубокую, индивидуальную с ним работу проводить. При этом мы должны понимать, что волна иммиграции идет, растет, люди все больше приезжают. И, например, да, каким-нибудь активистам непосредственно, которые могут активно, индивидуально, да, как Марина, вот приезжать, общаться с людьми, там десятки людей, да, каждую неделю, которые появляются у нас, лично с ними эти беседы проводить. Поэтому мы стараемся более индивидуально оказывать помощь наиболее таким тяжелым ситуациям, да, у людей. Но, в принципе, диаспора, чем отличается от каких-либо иных организаций, фондов, инициатив? Это сообщество белорусов. То есть подразумевается, что у нас есть пространство, где сотни белорусов, и где уже просто мы научились, как только появляется новый человек, он задает свои вопросы, ему тоже кто-то отвечает, ребята идут вечером куда-то прогуляться, приходите, будем знакомиться, общаться. На принципах взаимопомощи это все сформировано. Сейчас, когда человек приезжает, да, вот как ты рассказывал, что ты ехал, там Вилка, да, вот один. Сейчас человек приезжает, он находит наши каналы информационные, да, будь то Telegram-группа, будь то Facebook-группа, и он уже попадает в сообщество, которое его уже этим одеялом накрывает, и в рамках которого он может различные свои вопросы решать. Алексей, расскажи, калі ласка, вось ёсць нейкая, я не ведаю, ёсць нейкая картка, дзе напісана пункт 1, гэты чалавек мусіць зрабіць такія рэчы. Пункт 2, пункт 3, напэўна, пошук кватэры, так, нейкае размяшчэнне. Ці зноў жа вось гэта нейкі
размова просто найперш такая вось размова падтрымка. Ну, в первую очередь, конечно, человеку нужно, чтобы с ним просто поговорили и поняли, в чем проблема. Такая карта, наверное, она невозможна, потому что у каждого индивидуальный случай, и кому-то там одна нужна помощь, другому другая, поэтому она определяется индивидуально. Но вот 3 страны, в которые больше всего идет иммиграция на сегодняшний день, это Польша, Литва и Украина. Во всех 3 есть сильные организации диаспорные, которые сейчас достаточно системно помогают. То есть если есть человек, который хочет выехать в Польшу, а он бывает на самом деле контактирует с нами до того, как он выехал, и в принципе есть возможность немножко его направить, в зависимости от того, какая у него ситуация, то, конечно, ему сразу дадут такую подборку дидактического материала, да, что делать в этом случае, ну, вот, где искать квартиру, где там, податься на международную защиту, если это, в его случае это необходимо. Вот, поэтому, ну, на самом деле, сейчас бежать гораздо легче и ехать гораздо легче, чем было год назад. С этим я полностью согласен с Игорем. Што гэта значыць, калі ласка, лягчэй? То есть, ну, гаварылі мы ўжо пра тое, што больш падрыхтаваныя беларусы прыходзяць. У мяне ёсць на гэты конт яшчэ пытанне, мы асобна пра гэта пагаворым. Што значыць лягчэй? Ну, это означает, что год назад, когда начались вот только-только эти политические репрессии, люди, которые были вынуждены уехать из страны, а мы говорим вот сейчас про таких иммигрантов, да, не про экономических, ну, во-первых, были ковидные ограничения, нельзя было просто пересечь границу. Во-вторых, приезжая сюда, тоже непонятно было, с кем пообщаться и о чем. То есть сейчас существуют достаточно структурированные организации диаспор, и, в принципе, вот как такая шапка над этими диаспорами белорусы зарубежья, которая тоже поможет, в общем-то, найти своего человека, куда бы ни ехали. Больше 53 стран сейчас объединено в белорусах зарубежье. Адпаведна, ёсць такая пэўная тэндэнцыя. Да? Артур казаў пра тое, што літаральна спачатку прыязджала больш беларусаў, зараз прыязджаюць троху іншыя беларусы. А чаму надалей едуць? Хто адкажа на гэта пытанне? Ну, мне здаецца, гэта відавочнае. Рытарычнае пытанне? Дакладна, Відавочнае. Рытарычнае, відавочнае, так? Дакладна. Мы спадзяваліся і мы рыхтаваліся да таго, што летам прыедзе большая хваля, і гэта, мне здаецца, кожны з нас гэта адчуў. Менавіта сем'і, бо дзеці ідуць да школы, ёсць вакацыі, у які час людзі могуць выехаць. Цяжка заўсёды казаць, ці гэта эканамічныя мігранты, ці гэта мігранты, якія проста не бачаць перспектывы для сябе, для сваіх дзяцей, на жаль. Вядома, і, на жаль, таксама не змяшаецца поток людзей, якія папросту мусяць выехаць у гэты момант. Таму я бы не сказаў, што цяпер прыязджае менш. Мне здаецца, што прыязджае больш, толькі гэта людзі больш прыгатаваныя, і гэта ўзаемадапамога, якая ёсць паміж беларусамі, яна вельмі моцна дапамагае. Алексей, скажыце, калі ласка, ці не складваецца такое адчуванне, што беларусаў таксама прыязджае багатых, і гэта акурат вынік такого пераасэнсавання падзею 2020 года, калі людзі вось ужо разумеюць, што сапраўды нічога не зменіцца ў Беларусі, і таму менавіта прымаюць такое рашэнне, а гэта цяжкае, складанае рашэнне вось узяць, сабрацца і паехаць некуды. Ну і тым больш, тут можна і рабіць нейкія заўвагі на ўзрост, напэўна, маладзейшаму чалавеку прасцей сабраць свае рэчы і паехаць чымсьці, напрыклад, сям'і, якая мае 2 дзяцей. Ну, я бы сказал, что на самом деле человек, который так или иначе принял решение осознанно, находится в гораздо более выигрышной ситуации, нежели человек, который, в общем-то, уезжать не собирался. Вот. И если даже под воздействием там, определенного разочарования человек решил выехать на Запад и здесь уже как-то инсталлироваться, обустраиваться, то у него, в принципе, понятная дорожка, ему ясно, что делать. А вот люди, которые выехали и которые бы с удовольствием вернулись обратно, но они не могут, и на сегодняшний день они ждут сегодня, месяц, 2, 3,
и не понимают, им пускать здесь корни или все-таки надеяться на возвращение. Вот у этих ребят как раз-таки очень тяжелая ситуация психологическая. То есть непонятно, как вот им себя вести. И я понимаю, что там многие из них не начинают учить язык, не начинают искать работу, на что-то рассчитывают. Наверное, вот это более такая проблемная история. Пра праблему мы будзем гаварыць таксама яшчэ, і акурат гэта я павінен быў зрабіць, але вы вельмі плаўна мяне пераводзіце ў наступны пункт нашай размовы. Акурат вось пра гэту адказнасць. Калі прымаецца рашэнне выехаць за мяжу, адказнасць, не здаецца вам, што многія людзі, якія хочуць пераехаць за гэту мяжу, адказнасць акурат перакладаюць на нейкія пэўныя арганізацыі, калі патрабуюць ад гэтых арганізацый вось гэтай дапамогі. Бо што павінна быць першае? Разуменне чалавека, што вось я асабіста прыняў гэта рашэнне і я еду за мяжу, я ведаю, што мне будзе там цяжка. Альбо, перакладанне нейкай, скажам, адказнасці на грамадскую арганізацыю. Ігор, вы хочаце пачаць, так? Калі ласка. Я хочу начать немножко с общей темы, не буду уходить с вопроса, хочу его немножко развить. Мне кажется, это в принципе подход к жизни, что мы должны нести ответственность за те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мне как представителю диаспоры, почему я делал акцент ранее, что диаспора — это не какая-то организация, которая занимается помощью. Диаспора — это сообщество белорусов, которые сами приехали какой-то период назад, которые прошли свою определенную дорогу и готовы поддержать и поделиться опытом. Они готовы поддержать и поделиться, но пройти эту дорогу своей жизни, того, с чем мы сталкиваемся, это задача каждого из нас. И это касается ситуации в Беларуси в том числе, с чем мы столкнулись. Вот это вот определенные ожидания, что прилетит волшебник на голубом вертолете и подарит мне свободу, или решит все мои вопросы, каждую бумажечку за меня заполнит и вместо меня в магазин за молоком сойдет. К сожалению, иногда у людей бывает. Но я вижу, как мы в целом, как сообщество и как народ, мы невероятно взрослеем. И то, что, например, я год назад не знал ни одного белоруса в Лодзи, потому что максимально быстренько белорусы терялись, ассимилировались, где-то там с украинцами, где-то с поляками, то сейчас я испытываю невероятную гордость, видя, что мы молодая, зеленая, неопытная, но уже невероятно сильная и организованная диаспора. И я вижу в этом как раз-таки определенную тоже нашу надежду. Мы учимся и самостоятельно решать, поддерживать друг друга и вместе двигаться дальше, не перекладывая ответственность за себя на какого-то патера. Марина, уяві себе такую ситуацию. Я приехал з Беларусі, да, і недзе там у соціальних сетках тебе знайшов, і ми з тобою розмовляємо, і я тобі так і кажу, що ой, слухай, мови я не ведаю, працювати там ведаю на заводі можна, але тяжко мені буде на заводі працювати. Я би хотів би некую таку працю, каб не працювати, а може ти ведаєш, може є така праця, як не працювати. І увогуле, і домой мне хочется, і якось так, не знаю, як это мне сказать, що кілбасок хоче купити в склепі, і боюсь я гэтых поляков, и что мне, Марина, робить? За этот год я уже выработала ответ на это питание. Хотеть не вредно. Вот, это раз. Во-вторых, к сожалению, надо будет что-то предпринимать, надо быть активным. И когда ты переезжаешь в другую страну по тем или иным причинам, брать ответственность за то, что происходит с тобой, естественно, как-то пробовать искать какие-то варианты, приспосабливаться к этой ситуации. Наверное, я вряд ли приглашу тебя домой, к себе на колбаски. Это маловероятно. Вот. Но я, наверное, постараюсь предложить какие-то варианты. Не только, например, завода, да, возможно, что-то там, какие-то еще другие. Давай, это самое. Вот один важный момент, да, есть такая вот особенность некоторых людей. Вот кто-то так быстро
ассимилируется, находит работу. Это просто считанные, вот, чуть ли не недели бывает, да? Ну, человек вот нашел квартиру, работу, сады, школы, и оно как-то так закручивается быстро. И я вижу этих людей уже сейчас довольно-таки хорошо. И могу сказать, что вот у этой семьи или у этого человека будет все похоже хорошо, потому что он активный, потому что он сам старается, потому что у него вот как-то все получается, как будто бы, да, сама жизнь ему в этом помогает. Ну, к сожалению, не у всех так получается. У многих поиск работы и жилья это превращается в какой-то наитруднейший квест. Просто, ну, и то не так, и это с какого-то 10-го раза только получается. Ну, как-то вот так вот. Я не знаю, с чем это связано, с какими-то личными особенностями человека, или это не везет. Вот. Но скорее подозреваю, что это какие-то личные особенности человека. Ну, когда он, возможно, не может просить поддержки в какой-то такой форме, да, чтобы ему эту поддержку получалось давать. Артур, до вас питання. Ну вот болить у меня спина, не могу я на заводе работать. Во Ўроцлаве, что б вы мне порекомендовали, куды пайсці работать? Ну вот, ну не веду, на завод у 6 гадзінаў трэба мне прачынацца, каб даехаць на тую змену. Вот я пришел до вас с таким пытанием. Вы представник диаспоры, у вас есть структура. Ну вот на заводе я не могу работать. Ну, насамрэч, я хацеў бы трошкі шырэй адказаць на гэта пытанне. Увогуле, міграцыя для большасці асобаў, як мы ведаем, гэта прыязджаюць асобы, якія ўжо штосьці ў жыцці асягнулі і маюць нейкі сацыяльны статус. І, на жаль, калі ты не працуеш у IT, міграцыя у Польшу, у наш край, заўсёды гэта страта сацыяльнага статуса. І, вядома, ёсць агранічэнні фізычныя, што так, людзі не могуць працаваць на цяжкіх працах, але гэта не абавязкова павінна быць цяжкая праца. Мне здаецца, часцей людзі чакаюць, што яны будуць тут адразу асягнуць той самы ўзровень сацыяльных акцэптацый іншых людзей. На жаль, гэта не заўсёды так. І то, што я ў гэтай сітуацыі заўсёды стараюся людзям гэта патлумачыць. Але добры бок гэтага, што гэта часова. Як толькі яны пачынаюць камунікаваць хоць як па-польску, не замыкаюцца там сярод рускамоўных ці сваіх людзей, яны адразу пачынаюць як бы пазнаваць гэта атачэнне нашае. І таксама палякі, яны вельмі радушныя да беларусаў насамрэч. І працуючы нават, калі ў цябе ёсць нейкія фізічныя агранічэнні, можна знайсці працу, дзе ты можаш працаваць лягчэй, але з гэтага трэба пачаць. Калі, ведаеце, заўсёды таксама кажу, кожны з нас еў суп з розных гэтых гарнкаў, і пачыналі ўсе па-рознаму. І заўсёды так, што калі ты пераязджаеш у іншую краіну, ты заўсёды павінен сысці на одну ступеньку ніжэй, але у большасці беларусаў атрымліваецца даволі хутка падняцца на той самы ўзровень, і гэта ўжо якасна зусім іншы ўзровень, таму што ты ведаеш дадатковую мову, ты ведаеш дадатковае атачэнне як бы функцыянавання ў іншым краі. Нават калі ты вырашыш вярнуцца на Беларусь, ўсё будзе добра, і больш з нас захоча вярнуцца на Беларусь, гэта ўжо будзе агромная дапамога для нашай новай Беларусі. І будзе еўрапейскі досвед. Уже ў Беларусі можаш сказаць, што ты... Ігор, я ведаю, што ты хочаш зараз сказаць. Ігор Алексеевич, таксама ваше меркаванне хачу на гэты конт пачуць. Ну, вы прабачце, каляска, бо акцёрскія здольнасці такія слабенькія, да? Думка моя заключалася ў тым, што вось, ну, мне здаецца, што гэта, ну, найперш адказнасць, асабістая адказнасць кожнага чалавека, калі вось ён пайшоў на такі крок. Як вам гэта бачыцца, калі ласка? Да, я как раз таки озвучил ту позицию, перехватил, озвучил ту позицию, говорил, да, о том, что не должно быть смещения зон ответственности, да, то есть сначала я за свою жизнь, я за свою семью, я за своих родных, да, далее я уже за какое-то сообщество и за там свою нацию, за человечество в целом. Здесь вот Артур сказал просто, ну великолепнейше. Я подписываюсь под каждым словом.
Также хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, вот надо действительно понимать, что первый период, например, там, год плюс-минус, да, когда будет адаптация, когда будет стресс иммигранта, когда ты будешь привыкать к новым условиям, когда ты будешь учить язык, он самый трудный. Я люблю говорить, первый день самый трудный, первый месяц самый трудный, первый год самый трудный. В дальнейшем, когда человек уже сможет вести на коммуникативном уровне, да, узнает вот польский язык, он резко переходит из класса потенциального работника низкоквалифицированного в высококвалифицированный. Потому что если вчера он не понимает простых слов и не может выполнять простую работу, то сейчас, имея язык, он включает свой бэкграунд в виде образования и опыта, и плюс к этому он знает русский, белорусский, и с украинцами сможет договориться, и какую-нибудь быстренько руководящую должность на производствах со старта тут же получает, чтобы быть таким буфером информационным, да, между работодателем и работником иностранцами. Вот. И еще один важный момент. Ты поднимал вот эту тему касательно того, что люди приезжают, и они думают, что вот совсем чуть-чуть, и скоро я вернусь домой. Дай Бог, дай Бог. Но здесь момент, окей, ты просто сядешь и будешь ждать, это может затянуться на большой период времени. Может быть, через месяц, через 2, может быть, через год, через несколько. Если ты это время потратишь на то, чтобы решить свои проблемы, на то, чтобы выучить язык, на то, чтобы выйти на новый уровень, вместо человека, когда ты приехал и входишь в сообщество белорусов и говоришь: ребят, мне нужна помощь, мы говорим: мы понимаем, конечно. Ты станешь человека, который скажет: ребят, я поднялся, я готов помощь оказать. И это 2 разные диаспоры. И это 2 разных уровня, как в дальнейшем мы в целом, как сообщество белорусов зарубежья, будем возвращаться домой. Мы будем что-то привозить с собой, чем мы будем делиться. Или мы будем приезжать и говорить: мы голодные, бедные, нам нужно реабилитироваться быстрее. Я хотела еще добавить по поводу представителей диаспоры, которые одни из самых первых включились в помощь и были самыми активными и продолжают быть активными. Не только в Белостоке, но я так подозреваю, что в принципе везде. Это хорошо адаптированные люди. Это точно люди, которые уже прошли многие этапы, и у которых есть стабильный заработок, да, какие-то уже социальные навыки, они хорошо интегрированы. И, наверное, благодаря этому они могут оказывать там дальнейшую помощь. То, о чем ты говоришь, да, что это как будто уже такой другой левел. Часто я вижу людей, которые приезжают из Белоруссии, которые тоже хотят очень быть активными и помогать. И прям вот мы как-то приехали в карантин к одной семье, и девушка прям готова была с карантина идти в волонтерское движение, часто не понимая, что, ну, видимо, в состоянии стресса таком находясь, не понимая, что ей нужно самой сначала там встать на ноги, определиться, где она, что, на каком свете находится. Алексей Коляска. Да, я еще хотел бы добавить, что, на мой взгляд, человек, который в качестве причины своих неудач всегда ищет какие-то внешние факторы или каких-то других виноватых людей, он, в общем, обречен на то, чтобы постоянно испытывать какие-то неудачи, потому что он не делает выводов полезных из ситуации и не исправляет ее в будущем. И это же касается и всех, и в том числе тех иммигрантов, которые сюда приезжают, да, то есть как бы если ему виноваты фонды, что не дали ему квартиру, да, виноваты волонтеры, что не привезли ему еды, у него все время кто-то будет виноват, и это никогда не остановится. Дзякуй вялікі за ваши адказы. Ну, да наступнай такой нашай падтэмы падыходзім. Ну, хочу звярнуць вашу увагу, што сярод нас ёсць сакратар згуртавання беларускіх дыяспар беларусы замежжа. Наступнае пытанне будзе такое. Акурат, нейкая структура патрэбная, нейкая арганізацыя афіцыйна зарэгістраваная, дзейнічаць, гэта патрэбна для чаго? Каб была такая вось назва вельмі прыгожая, ці каб былі нейкія магчымасці юрыдычна дзейнічаць ад імя кагосьці, як гэта выглядае вось зараз. С каго пачнём, бо я гляджу, што ўсе хочуць адказаць. Давайте, наверное, то давайте, Коляска. Учитывая, пару слов о том, что такое вообще эта организация, как она появилась. То есть первые какие-то такие объединения белорусов, диаспор, возникли после ареста Виктора Бабарика, когда начались стихийные выходы на митинги протеста, и тогда сформировалась первая такая группа, в которой была 21 страна, которые помогали друг другу
выходить на вот эти митинги, готовили какие-то плакаты, какие-то дизайны, делились ими, делились какими-то идеями. Но после этого случилась очень важная штука. Под выборы диаспоры собрались и организовали экзит-полы. То есть мы взяли 27 участков, которые были за границей, в 23 странах и поставили волонтеров, которые на самом деле записывали больше, чем 15 тысяч человек, собрали данные. У нас у Белостоку были девчонки и менавіта була. хлопчик. Да. Я волонтером была, да, на экзит-поле, так что я добро ведаю. Вот. И кроме того, что экзит-полы показали несостоятельность официальной статистики очень сильно, кроме того, что экзит-полы заставили считать честно, потому что не было возможности слишком нагло фальсифицировать, а еще эти экзит-полы очень сильно сплотили людей. И вот эта вот командная работа и, главное, вот этот классный результат заставил переосмыслить, как вообще должна работать диаспора, и возникла идея создания вот этого сгуртования свободных диаспор Беларуси зарубежья, которая вот в конце августа прошлого года и собралась. Это никак юридически не было оформлено, до сих пор не оформлено, но тем не менее это работающая структура, которая крайне эффективна на сегодняшний день. И раньше у нас ничего такого не было, а сейчас вот оно есть и оно работает. И это команда, которая сделала 31 октября Всемирный конгресс белорусов, который продолжался сутки, и я думаю, что многие его отметили. Поэтому дискуссия о том, нужно Тяжко было не зауважить его. Спасибо. Дискуссия о том, нужна ли какая-то официальная структура, введется, но однозначного решения нет. Некоторые считают, что не нужно, некоторые считают, что нужно, но в любом случае сейчас происходит процесс формирования на национальном уровне таких структурированных диаспорных организаций. Я думаю, что неизбежно они рано или поздно объединятся в какую-то общую структуру, и, наверное, этот процесс не остановить. Ёсць у мяне два удакладняючыя пытанні. Па-першае, мне не вельмі спадабалася, што вы выкарысталі, сказалі, згуртаванне свабодных беларускіх дыяспор за мяжой. А ёсць не свабодныя, ёсць нейкія Нет, идея была в том, что... праўладныя. Я разумею, у чым... И свободные не берут удел. Так, але здаецца, усе мы троху свабодныя, так? І калі мы згуртоўваемся, а тыя, хто не хоча з намі згуртоўвацца, то не хоча. Но это имеет отношение, на самом деле, к принципам работы белорусов зарубежья, которые состоят в том, что у нас не централизованная структура, и никакой из диаспор ничего не может быть навязано. То есть она свободно принимает решения, поддерживает или не поддерживает какие-то инициативы, которые работают в белорусах зарубежья. В этом, собственно, свободность. Поэтому это слово было специально использовано. Оно отражает принцип нашей координации. Слово заўсёды важнае. Я хотела еще добавить, что она очень эффективно работает, на самом деле. Даже на том же конгрессе всемирном белорусов мы презентовали свой проект, попросили помощи проект «Шелтер» временного дома пребывания тут в Белостоке. И как раз-таки диаспоры поддержали и активно откликнулись на нашу просьбу. Но это вообще потрясающая, конечно, такая вещь, да, что ты можешь, в принципе, в считанные минуты, участвуя в этой организации, да, неформальной, пусть сейчас она так выглядит, связаться с любой страной, найти помощь. Например, очень была такая интересная история. Со мной связалась женщина из Канады, которая попросила, чтобы мы там приютили в нашем доме семью, да, вот, и мы там через час уже были там на месте. Недавно в Японии очень быстро нашли своих людей. Да, Япония. Ну и сколько вообще, да, примеров, да, когда вот что-то происходит где-то в мире, и вот по щелчку, можно сказать, диаспора организовывается, проводит какую-то акцию, проводит какую-то такую работу серьезную. Ігор, Артур, пытанне да вас. Ці ёсць у вас документы, пячатка, секретарша, можа значоўца, можа якая-нибудь такая столик які-небудзь. І вот кніга за увагай прапановаў, як это выглядае структурна. Гэта вельмі добрае апісанне арганізацыі, якую мы не хацелі ствараць, але я разумею. Справа ў тым, што ва Вроцлаве ўжо была фундацыя, якая існуе досыць даўно і правадзіла культурніцкія мерапрыемствы. Але мы вырашылі ўсё ж такі стварыць яшчэ адну арганізацыю, і гэта не было супраць іншых фундацый, бо мы супрацоўнічаем, і нават людзі, якія заснавалі фундацыю, таксама далучыліся да суполкі
беларусаў мы выбралі форму ставажышэння. Гэта нашмат больш бюракратыі, каб гэта зарэгістраваць, чым фундацыя, але мы свядома гэта выбралі чаму? Таму, што мы ўсё ж хацелі бы стварыць арганізацыю, якая бы прадстаўляла большасць беларусаў, дзе могуць улада гэтай арганізацыі выбірацца дэмакратычным шляхам. Не то, што ёсць фундатар, які стварыў фундацыю і як бы адказвае за ўсю дзейнасць. Ну так, але арганізацыя патрэбна каб сказаць, што каб прыйсці, напрыклад, некуды і сказаць, вось мы арганізацыя такая, мы хочам з вами весці дыялог, размаўляць з вами. Чаму вы не можаце прыйсці і сказаць: добрый дзень, я спадар Артур, я вось беларус ва Вроцлаве, і я хочу з вами там пагаварыць, а трэба менавіта арганізацыя. Ну, насамрэч, гэта патрэба выйшла з таго, што мы бы ўсё ж такі хацелі аб'яднаць свае, як бы вырашыць свае патрэбы на ўзроўні горада, для арганізацыі розных мерапрыемстваў. Таксама вельмі добра мець юрыдычнае лицо, якое не толькі існуе як юрыдычнае лицо, але таксама мы ведаем, што ў гэтай суполцы яна аб'ядноўвае столькі-то беларусаў, і яна выражае іх волю, іх жаданні. Игорь, ты Я вельмі хотел бы хотел тоже сказать, да, тут такой момент получается, на определенном этапе нам в любом случае необходимо для того, чтобы усиливать свои позиции, иметь возможность помогать большему количеству людей, большим качеством людей, да, чтобы иметь все больше информации, все больше возможностей для белорусов, нам необходимо выстраивать коммуникативную сеть, пускать корни. Да? Нам необходимо сотрудничать с местной властью, нам необходимо сотрудничать с местными неправительственными организациями, с местным бизнесом для решения тех или иных вопросов. И когда ты приходишь на те или иные переговоры и говоришь: здравствуйте, меня зовут там Игорь, это один уровень отношения и один уровень ответов и конкретных предложений сотрудничества, которые ты можешь получить. Да, когда непосредственно на встрече, да, с вице-мэром мне было сказано: ребят, я могу вам помочь вот А, Б, В, но если это будет какая-то организация зарегистрированная, мы сможем обсуждать много иных возможностей совместной работы. И мы тогда поняли, что нам необходимо, если мы хотим расти, нам необходимо расти. И институциализация — это как раз-таки следующий шаг, да, вот в формировании отдольных, да, инициатив формирования гражданского общества за рубежом белорусов. Ты гаворыш нам гэта каму? Бо таксама, напэўна, няма сэнсу ствараць арганізацыю, калі ў гэтай арганізацыі, напрыклад, 3-4 актыўных чалавека. Ну вот ёсць Ігор, ёсць яшчэ каля Ігора 2 чалавек, вы ствараеце арганізацыю. Нам гэта каму? Каму нам? Вось тут я хочу зразумець. Нейкім чынам аб'яднаныя беларусы, якія выязджаюць сюды за мяжу, яны аб'яднаныя ў нейкім тэлеграм-канале, дзе яны могуць пісаць? Ці гэта актыўных 5 чалавек? Вот ёсць Марына, каля Марыны яшчэ 3 чалавек, так? І яны бегаюць па гэтаму Беластоку, альбо па Лодзі, альбо па Вроцлаву, альбо па Варшаве. Ці нам гэта не ведаю, сапраўды нейкая супольнасць беларусаў? Як гэта выглядае на практыцы? Игорь, давай. Да, каверзный вопрос. Как это выглядит на практике? Тут момент в чем? Что, конечно же, мы ищем белорусов, да, у нас есть телеграм-каналы, мы объединяемся, в каждом городе есть свой телеграм-канал, где белорусы сидят, общаются, взаимодействуют, поддерживают друг друга, помогают друг другу, и также говорят о тех проблемах, которые их беспокоят. Да. Проводятся акции поддержки, проводятся иные встречи, где люди могут заявлять, какие у них вопросы, да, какие эти вопросы необходимо решить. И одно дело, когда люди собираются, говорят: вот у нас такие проблемы, и все стоят. Так. И другое дело, когда выходит в круг человек и говорит: окей, а давайте я попробую сделать так, чтобы наши проблемы эти были решены. И таким образом гэты чалавек гаворыць сярод колькіх чалавек? Сярод 3? Вот вы ў 3, і один гаворыць: давайте я зраблю. Ці вас 50? Это вопрос тоже і один выходзіць і гаворыць: я вот пойду. Я сяду ў машину, поеду, вот трэба нешта зрабіць, я сяду ў машину, поеду. Как это было вообще, как формировались диаспоры? Я могу на своем примере рассказать. Да? Мы проводили акции поддержки,
и говорим: ребята, вот мы сейчас будем ждать волну политических релокантов, уже тогда это было все понятно и видно. Начали появляться первые кейсы, да, ты там проводишь митинг, например, и говоришь: я не вывезу. И белорусы, кто готов помочь, поддержать? Вот подходите, возьмем на листе карандашик, телефонами обменяемся, будем думать, как дальше что делать. И таким образом, постоянно, если человек хочет принимать участие в решении проблем, он с тобой связывается и становится частью какого-то определенного сообщества уже активистов, например, города, да, которые непосредственно держат связь, ну, потому что мы такие же белорусы, да, просто мы готовы Много что-то таких делать. людей? Вось у Беластоку, Марина, много таких людей? Ну, немало. Наверное, таких очень активных. У нас есть такой мини-чат, да, такой, Ну. где мы, например, обсуждаем диаспорой акции какие-то. Самые активные, кто всегда может помочь, что-то купить, нарисовать, не знаю, покреативить. Там, наверное, около 30 человек, да? 30 Вот. чоловік – це вельми Это добре такие, на это такие вот Беластоку, мені самые прям, здається. наверное, вот активные. Хлопці, у вас там як у Варшаві, у Рославі? Активних людей много? Ну, в Варшаве так очень много. Так. Ну, мне здаецца, не хацелася, каб мы тут казалі, у каго больш. Мне здаецца, што 30 асобаў гэта такая, можна сказаць, аптымальная, бо я ўпэўнены, што гэта лічба, можна сказаць, і 100 асобаў, якія актыўна ўдзельнічаюць, але мне здаецца, 30 асобаў гэта больш-менш, я так прыкідваю, што ва Вроцлаве таксама каля гэтай лічбы асобаў аб'ядноўваецца на такіх людзі, якія таксама маюць вельмі высокі давер адзін ад аднаго. Бо адна з функцый гэтай нашай арганізацыі таксама ёсць будаванне гэтага даверу. Бо адна справа, калі ёсць некалькі ініцыятыў і у кагосьці лепш атрымліваецца, у кагосьці горш. Вядома, часамі гэта ўсё пытанне рэсурсаў, бо у некаторых людзей ёсць больш часу, каб гэтым займацца, у некаторых менш. Таму такая арганізацыя адна з такіх найважнейшых вынікаў нашай дзейнасці. Мы ставім для сябе такую задачу будавання даверу паміж беларусамі, каб яны не баяліся часамі нават сказаць, як каго завуць, бо ну, такая рэальнасць цяперашняя. І не баяліся дапамагаць адзін аднаму. Насамрэч, мы не хочам, каб гэтая арганізацыя вельмі хутка расла, але хочам, каб яна расла якасна. Адносно дапамагаць. Ну вось, абмяркоўвалі мы папярэдні, прагучала, я магу забыцца зараз класіка, па-расійску працытаваць, адкуль грошы зін. Да, там так было, не так там было. Каб дапамагаць, патрэбны нейкія сродкі. Пра структуру мы ўжо пагаварылі, яны ствараюцца, сапраўды будуць нейкія структуры, адпаведна будуць нейкія сродкі. Но бо вядомая справа, тут сродкі патрэбныя. Нават калі некуды трэба пад'ехаць, то машына не едзець без бензіна альбо саляркі, у каго там што, трэба туды укласці грошы, каб некуды пад'ехаць. Як это ўсё адбываецца, і вось грашовае такое пытанне, ну, не ведаю, багатыя, мы не багатыя ўвогуле беларусы замежжа, як это выглядае? Могу отказать. Вот предыдущая я говорила, что первыми, кто стал помогать релокантам, мигрантам, это люди относительно стабильно и прочно стоящие ногами на своих двух. Поэтому гроши из властной кишени. Мы делали какие-то сжутки, собирали кто сколько мог, кто-то своими вкладывался деньгами. И что касается бензина, не знаю, мне кажется, мы даже никогда не собирали на бензин. Мы, в общем, заправляли машины и ехали, и даже, в общем, это не обсуждалось. На какие-то более крупные проекты, там, как, например, завести в лагерь еду там, или что-то такое, на акциях мы там могли, да, чего-то собирать. Но очень много своих собственных ресурсов и средств мы самостоятельно вкладывали. Кроме того, кроме денег, ну, тут надо тоже временной ресурс. Это тоже большая такая затратная часть получается, да, и, наверное, даже, может быть, вот этого больше иногда не хватало, силы и времени на то, чтобы встретиться, поговорить, ну, на это очень много тоже уходит. Вот, так что, кроме того, есть еще различные организации, фонды,
о которых мы знаем, которые тоже помогали и помогают, куда мы могли отправить людей, да, чтобы они там могли получить какую-то там материальную, например, помощь того, чего мы не могли там, например, оказать. Вот это таким образом все, на взаимовыручке, да, и информации. Мгм. У вас як це виглядає? Абсолютно согласен с Мариной. В принципе, то, о чем я говорю, наверное, сегодня, да, такой красной нитью через то, как и о чем я говорю, это что наши проблемы — это в первую очередь наша ответственность. Поэтому те вещи, с которыми мы столкнулись, это первый же удар был на кошельки семей, друзей, свои собственные, да, непосредственно активистов, которые решали те или иные проблемы. В дальнейшем мы, уже как раз-таки познакомившись в рамках белорусов зарубежья, начали между собой взаимодействовать, коммуницировать. Здесь необходимо понимать некоторую разницу. Дело в том, что Литва, Польша, Украина — это, как мы называем, страны первого контакта в волне эмиграции. И получается, что основной удар по количеству политически репрессированных, да, людей, которые подавались потом на международную защиту, беженства, он как раз-таки пришелся на наши молодые да зеленые структуры. И мы как раз-таки в основном были, мы просто, наверное, не знаю, как мы спали, что я даже боюсь вспомнить ту осень. Это было очень страшно, когда действительно тебе нечем, но тебе нужно помогать людям, у которых медицинская история, и которым нужно решать вопросы, связанные с медициной, например. И тут очень замечательно нас поддержали такие же белорусы, такие же объединения диаспоры в других странах. Они тоже просто друг с другом брали, собирали какую-то денежку, и ты мог оплатить человеку, там, не знаю, где-нибудь в отеле там переночевать, еду принести. Мы очень замечательно друг с другом сорганизовались в плане одежды. На предыдущей сессии дискуссионной были представители склада одежды, да, для беженцев, для людей политически репрессированных. Бо навіть такі речі потрібні. Мы собираем, например, на акции у себя одежку, спрашиваем у людей, что вам нужно. Они говорят, вот такой размер, такие вещи. У нас что-то остается, что не подошло. Мы пересылаем в Варшаву, но говорим Варшава, а вот нам нужны там ботинки 42-го, а мы вам там платье, да, там красненькое выслали с беленьким. И таким образом мы, получается, устроили эту сеть логистическую, и совместное решение проблем и вызовов приводило к тому, что мы искали коммуникации друг с другом, мы учились договариваться друг с другом, с уважением относиться друг к другу. И сейчас, в принципе, мы сидим здесь, все друг друга знаем, знакомы, и главное, понимаем, кто чего стоит и как он показал себя за это время. Поэтому это тоже такой, знаете, интересный момент. Стараюсь везде видеть положительно. Та беда, которая произошла, то горе, с которым мы были вынуждены столкнуться. Однако мы стали в целом как народ сильнее, мощнее. И сейчас наблюдать и видеть вот все эти прекрасные лица, для меня это очень, очень отрадно. Надеюсь, не слишком пафосно, действительно. На Марину Пафосно, как смотрю и улыбаюсь тут. Але правда, але А правда. я хотела еще, пользуясь случаем, передать большой привет и благодарность нашей английской диаспоре, которые нам очень помогали, которые высылали нашим беженцам подарки в Белосток на Новый год. Шикарные просто. Мы были очень счастливы, что мы можем передать эти презенты, подарки. А также помогали нашему шелтеру тоже активно существовать, покупая бытовые вещи, заказывая продукты. Да, это очень важная вещь, которую ты сказал. Правда, у них, возможно, не было такого огромного наплыва мигрантов, но у них какой-то денежный, финансовый был ресурс. И мы старались делать все это максимально прозрачно, напрямую, там, да, что-то закупать, отчеты какие-то, фотографии делать. И большая благодарность, что вот как-то нас так поддержали, белостоцкую диаспору. Хлопці, у вас як ситуація виглядає? Я полностью согласен и с Мариной, и с Игорем. На самом деле, здорово, что все мы объединились. И на самом деле огромное количество примеров, когда канадская диаспора Бостона брала какой-то проект, делала его, поддерживала. Вот. И здесь на самом деле очень круто, что между нами возникло вот это доверие. Потому что когда ты с человеком один проект делаешь, второй проект, третий проект, ты уже точно знаешь, что вот он на самом деле отвечает за то, за что взялся. Это не мошенник, потому что и такое случалось, к сожалению. Вот. І... Вот вы говорите давер, і мені здається, коли ми починаємо говорити про гроші, ось гэты давер вельмі важны, бо розныя людзі. Нас тысячы, мільёны, у кожнага свой характар, у кожнага свой досвед, у кожнага свой бэкграунд за плячыма. Давер, то есть найважнейшая справа, і атрымліваецца, што мы ўсё самі можам зрабіць.
Ну да, и вот по поводу того, что все люди разные, ну, возможно, это сюрприз, но люди, которые в этом волонтерском движении, ну, это больше 90%, это порядочные, хорошие, целеустремленные люди, которые как раз-таки ну, настроены делать дело, а не свою какую-то личную выгоду получить. Это потрясающе, то есть, ну, как бы мы практически доказали, что хороших людей больше. О, бачыце, гэта быў бы добрае завяршэнне нашай размовы, але мы яшчэ не завяршаем. Наступны ёсць пункт, але мы фактычна ўжо падчас нашай размовы на яго адказалі, але я так разумна напісаў, то агучу. Інтэграцыя ў грамадства краіны, куды прыехалі, ці патрэбны, бо кожны марыць вярнуцца ў Беларусь. Гаварылі мы пра гэта. А ці вось як ваш досвед паказвае, ці вялікі адсотак тых беларусаў, якія, скажам, гавораць, што мне но я не думаю, што мне трэба нават польскую мову вучыць, бо я хачу туды вярнуцца, я ўжо зараз просто хачу вярнуцца. Ну, гэта такая тэндэнцыя, ці гэта ўсё-такі нейкія выняткі, выключэнне? Скорее всего, с моей перспективы, это скорее все-таки больше исключение. Хотя там в процентном соотношении, не знаю, может быть, 30 на 70 бы я так сказала. Особенно, что касается студентов, например, молодежи, которая приезжает, конечно, они очень быстро адаптируются, они быстро интегрируются, получат образование, что позволит им сразу найти себя здесь и выучить язык. И, на жаль, я так думаю, и из того, что я вижу и слышу, маловероятно, что ребята все массово вернутся назад. Вот. Есть небольшая часть, я лично встречалась с такими людьми, кто вот, ну да, хочет и говорит об этом постоянно, и мечтает, и как только, так вот сразу, ну пока там не позволяют какие-то обстоятельства. А большинство, особенно те, кто приехал с семьями, особенно те, кто приезжает вот в последние, наверное, вот эти, ну да, месяцы подготовленные, что люди уже приняли решение, ответственно подходят к этому вопросу, ну вот, и похоже, к сожалению. И готовы, что надолго тут застанутся? Ну, похоже, да. Так, хлопцы? Ну, Как у вас меня ситуация такое выглядает? ощущение есть, да, что они готовы оставаться. Ну, тут, мне здаецца, таксама вельмі залежыць ад таго, калі мы здабудзем нашу перамогу. Калі гэта будзе ў кароткім часе, мне здаецца, што абсалютная большасць людзей, якія прыехалі ў апошні год, яны вярнуцца. Калі гэта будзе даўжэй, вядома, людзі ўжо здабудуць адпаведны досвед, камфорт жыцця, дзеці пайдуць у школу, што, мне здаецца, адна з найбольш важных чыннікаў. Але гэта абсалютна не значыць, што гэта людзі згубленыя для Беларусі, бо у будучыні мы ведаем, што было шмат такіх выпадкаў, калі мы паглядзім на нашых паўночных суседзяў, на Літву, Латвію, Эстонію, што нават людзі, якія былі другое пакаленне эміграцыі, яны прыязджалі і прынасілі агромную карысць для краіны. Таму, вядома, наше стаўленне не дужа тут зменіць, але мне здаецца, што не трэба на гэта глядзець толькі з песімістычнага пункту гледжання. Мне здаецца, гэта ўсё ж такі добрая інвестыцыя для новай Беларусі. Літаральна ўжо завяршаем, так, да завяршэння падыходзім. Ну і таксама ад кожнага хачу вось меркавання караценька пачуць на такое вельмі важнае пытанне, як, на мой погляд, вельмі важнае пытанне. Ну, мусім канстатаваць, мы знаходзімся з вамі на тэрыторыі Польшчы. Якія кантакты з палякамі, з польскімі арганізацыямі? Ці сустракаліся вы з меркаваннем, як нас тут па-польску адбіраюць, так? Як нас трактуюць? Тут вось з кім мы сустракаемся, што вот мы тут панаехалі, ці ўсё-такі больш пазітыву тут, чымсьці негатыву? Я могу начать. Значит, согласно исследованиям, которые проводили социологические среди поляков, 60% поляков считают, что необходимо оказывать полную, всеобъемлющую поддержку белорусов. Еще 20% считают, что необходимо помогать, единственно, не особо денежно как бы, да, поддерживать, а больше там, обеспечивать безопасность, информацию и так далее. То есть мы говорим, что 4/5 общества считают Беларусь и белорусов братским народом и хотят не просто
быть с ними, хотят их поддержать и помочь да, с той бедой, с которой мы столкнулись. В этом отношении также есть такой момент бытового плана, когда приезжают люди, да, у них много страхов вот во время их первого адаптационного периода. Кроме страха, вызванного самим фактом иммиграции, это очень большой стресс, да, мы понимаем, что у белорусов в это время есть дополнительные особенности. У нас много случаев, я думаю, у каждого из коллег, когда дети на улицах видели полицию, плакать начинали, да, это бусикофобия так называемая, да, то есть как бы люди переживают очень много страхов, и один из страхов, который они начинают себе накручивать в этом состоянии, что к ним будут негативно относиться, да, поляки, что вы здесь понаехали. Вот, в этом плане, как только ты где-то что-то видишь, там, например, тебя смущает, как с тобой человек общается, я тоже рекомендую говорить, что ты белорус, вот, и сразу, как бы, в большинстве случаев тут же улыбка расплывается. А если еще пытаешься два слова по-польски связать, вот как нам, например, когда к нам приезжают, да, в страну и пытаются на нашем языке разговаривать, иностранцы, ты думаешь, ах, какой ты молодец. Вот здесь тоже заходишь, какая-то стоит там продавщица, да, такая жизнью немножко от жизни уставшая, и ты вот стараешься так вот прzepraszam, chcę, она думает, вот молодец, вот и прям расплывается в улыбке. В этом плане общество польское к нам, я считаю, все-таки открыто. Артур, як вам гэта бачыцца сітуацыя? Як у вас там ва Ўроцлаве? Бо таксама мусім канстатаваць такі факт, што, напрыклад, палякі ў Беластоку троху іншыя, чымсьці палякі ва Ўроцлаве, бо у нас тут мяжа вельмі блізка, і мы ведаем, што ў Беластоку беларусаў вельмі любяць. Ну, я абсалютна пагаджаюся з тым больш гэта даследаванне, але з маёй практыкі таксама выглядае так, што палякі вельмі прыязна ставяцца да нас, беларусаў, і гэта не пачалося толькі з апошніх апошні год. Так было і раней, але таксама, мне здаецца, мы павінны утрымаць гэту пазіцыю і яе ўзмацніць. Мы павінны паказваць сваю культуру, павінны рабіць такія фестывалі, каб палякам таксама прыблізіць нашу культуру, бо, мне здаецца, большасць з іх усё ж такі, зноў гавару пра Вроцлав, яны ведаюць пра Беларусь, але больш з апошніх гэтых нашых непрыемнасцей. Мы павінны трошачкі павярнуць і паказаць іншы ракурс Беларусі, што гэта нармальны край, што гэта край з высокім патэнцыялам, дзе людзі таксама маюць высокі патэнцыял, і што яшчэ таксама важна, што у нас агульныя карані, што шмат чаго нас аб'ядноўвае, і што культурна мы таксама вельмі два блізкія народы. Алексей, так? Да, ну я думаю, что одно то, что президент Польши поддержал этот прекрасный фестиваль, говорит о том, что отношение к нам все-таки самое лучшее. И я бы на самом деле только, пользуясь случаем, хотел поблагодарить польские власти на любом уровне за то, что сделали на самом деле гораздо больше, чем мы могли рассчитывать в этой ситуации, для того, чтобы поддержать белорусов, стремящихся к демократии. Спасибо огромное. Надеюсь, что скоро мы сможем восстановить дипломатические отношения наши и наконец-то построить их на том уровне, на котором они должны быть. Дзякую вялікі, шановная. Мне вось вельмі спадабалася, вы так сказали, што Беларусь гэта абсалютна нармальны край, выдатны край. Беларусы таксама нармальныя, хорошыя, прыгожыя, неверагодныя. Вось давайте на гэтым завершым сваю сённяшнюю размову. Ну так, мы беларусы, мы неверагодныя. Дзякуй вялікі. Дякую. Дякую.